Hurmatli do'stlar, bizim yayınımız ise devam ete. Biz güzel bir müzikal kısmını Hasan Bilal icrasında dinledik. Şimdi ise, hurmatli do'stlar, studiyamızda misafirler bugün xalqaro suv keyfiyatının teşkil kuni ve tamam şu sebepten biz studiyamızda toplanamiz ve suv hakkında bugün laf yürüteceğiz. Studiyamızda ise Qrim Cumhuriyetinde Suv Xo'jaligi ve Melioratsiya Devlet Komitetinin Suv Resurslari bölügünün yol başçısı Marina Kim ve Qrim Federal Üniversiteti'nin Geografiya, Geoekologiya ve Turizm Fakültetinin Geoekologiya kafedrasının uyken hocası Grigoriy Prokopov bizim subetimizga hoş geldiniz. Selam алейкум, доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Как началось утро? Отличное утро, солнечное, теплое. Да, Приятно, что нас еще радуют деньки, когда в других регионах уже холодно. Все-таки Крым благодатный край. Сегодня Международный день мониторинга качества воды. Мы вот позвали непосредственно вас для того, чтобы раскрыть эту тему, то есть пообщаться и про качество воды, про сохранение воды, насколько важно следить за тем, насколько все-таки вода важна для нас, мы это все прекрасно понимаем. И в современных суровых реалиях, да, возможно, об этом не поговорить, наверное, невозможно. Поэтому все-таки хотелось бы обсудить эту тему и... Да, хотелось бы начать с того, как распределяется вода в регионы нашей республики. Ну, Республика Крым, это вообще, вы знаете, и все знают о том, что это очень малообеспеченный такой, водообеспеченность очень слабенькая, очень маленькая у нас. Хотя вроде и насчитывается очень много рек, очень много озер мелких, но в летний период все пересыхает. Ну, на территории Республики Крым где-то более 319 рек, но самая крупная оказалась река Салгир, которая протекает здесь. И, как вы видите, она по размерам не очень большая. Распределение водных ресурсов, оно очень неравномерное. Практически 85% всех водных ресурсов, поверхностных водных ресурсов формируется в Горном Крыму. И только 15% формируется в равнинном Крыме и Керченский полуостров. Конечно, распределение водных ресурсов, оно таково, что как раз Восточный Крым, Феодосийский, Судакский, Керченский регион пресными поверхностными и подземными ресурсами очень мало там водных ресурсов. И, конечно, обеспечение даже населения недостаточно. Поэтому распределение на сегодняшний день у нас такое, что с Белогорского района по реке Биюк-Карасу идет переброска стока, которая наполняет питьевые водохранилища именно Феодосийского, Ленинского, Керченского региона, Судакского региона. В основном Западный Крым и Северный Крым питаются подземными водами. И на нужды населения, отраслей в основном идет практически стопроцентный сток, вернее, подъем воды из подземных источников. Ну и вот, конечно, если рассматривать южный берег Крыма и центральный Крым, в том числе и Симферополь, то здесь уже мы питаемся от поверхностных водных ресурсов, на реках построены водохранилища, аккумулируется вода, и тем самым осуществляется питание. Конечно, сложность в том, что поверхностные водные ресурсы не имеют гарантированной отдачи. То есть мы полностью зависим от стока, от осадков, период, когда есть осадки, либо нет. В зимний период осадки в виде снега, они аккумулируются, потом в весенний период идет снеготаяние, напитываются карсты, которые после этого дают притоки в наше водохранилище. Но, как вы видите, 2020 год и конец 2019 был очень слаб на осадки, и, конечно, сегодня страдают все наши водохранилища, но особенно водохранилище Центрального Крыма. Григорий Анатольевич, все-таки поведайте нам, что такое поверхностные воды, все ли воды, так сказать, которые мы видим на сегодняшний день своими глазами, являются поверхностными, либо какие-то еще можно туда внести в этот список? Ну, если очень просто, да, поверхностные воды, которые протекают, да, поверхности Земли, да, то есть есть грунтовые воды и так далее. Мало того, известно, что часть стока крымских рек
да, проходят подрусловый сток, да, и многие из них пересыхают, это не значит, что они пересыхают совсем, да, ну, подрусловый сток сохраняется. Но вот опять-таки хотелось бы поговорить, вот раз мы говорим про мониторинг и про качество, про то, как формируется качество воды в том числе. Да? Ну, все мы знаем, что вода, попадая на поверхность суши, она фильтруется, да, фильтруется через подстилку лесную или через дерновой покров, если это степные участки, и дальше попадает в русло рек. Но и там происходят процессы, которые способствуют формированию качества воды. И это формирование осуществляется как в результате физических процессов, так и в результате биологических процессов. Вот, то есть крайне важно, чтобы экосистема реки, да, она была здоровой. Вот, если она нарушается, то начинаются различные отклонения, то есть начинается накопление органических веществ, да, начинается выделение каких-то токсичных веществ. И, в принципе, по композиции, да, по составу компонентов экосистемы мы можем судить о степени здоровья самой реки, да, допустим, и, ну, в общем-то, что в результате получается. Вот. И по поводу водности, если позволите, я вот себе шпаргалочку сделал. 2 столетия назад Петр Симон Паллас, когда посещал Крымский полуостров, вот он писал о южном берегу следующее. С одной стороны, прекрасный и вместе с тем приводящий в ужас вид, который представляют возвышающиеся даже до облаков горы и разрушившиеся чрезвычайные скалы, а с другой стороны весьма изобильную зеленью, естественные водометы и водопады, текущие со всех сторон, и, наконец, необозримая отдаленность, представленная морем. Вот, то есть, как видите, 2 столетия назад, да, на южном берегу воды, ну, по крайней мере, по представлению Палласа, было достаточно много. Ну, очевидно, и 2 столетия климат... Развитие было другое немножко, да. и развитие, и Крым, население было немножко поменьше, потребностей все-таки было. И возвращаясь, да, к теме подачи воды в регионы, Марина Александровна, скажите, пожалуйста, а какие водохранилища на сегодняшний день используются для подачи воды в регионы Крыма? Ну, у нас вообще в Крыму 23 водохранилища, которые используются. Это 14 водохранилищ естественного стока и 7 водохранилищ, которые наполнение по системе Северокрымского канала. В свое время, когда недостаток воды очень чувствовался и развивался Крым, еще, конечно, в советские времена, был построен огромный такой проект, как Северокрымский канал. И, конечно, если рассматривать, сколько по линии Северокрымского канала приходило Днепровской воды в Крым, то это составляло более 1,5 миллиарда воды. Вот последние годы. Но есть даже годы, зафиксировано по статистической отчетности, что удалось до 3 миллиардов воды на Крым. Да, настолько развивалось хорошо сельское хозяйство, и поэтому потребность в воде была. На сегодняшний день, к сожалению, нашими местными ресурсами есть ограничения и используются вот за последний год в пределах 340 миллионов. То есть видите, что практически в 5 раз у нас упала потребность, у нас не упала, а вот недостаток водных ресурсов есть, и страдают отрасли. Если говорить о водохранилищах, то водохранилища, которые естественного стока, которые для питьевого водоснабжения используются, это в Алуште Забилинское водохранилище, в Ялте Счастливинское, Загорское водохранилище. По Симферополю вы знаете Аянское, Партизанское, Симферопольское водохранилище. В свое время, когда был Северокрымский канал, было резервное водохранилище Межгорное, которое наполнялось Северокрымским, Днепровской водой. И вот очень его в этом году нам не хватает, конечно, вот этого резервного водохранилища, потому что резервной воды, как видите, сток небольшой, Симферопольское водохранилище и другие, конечно, в этом году очень слабо наполняется, и, конечно, нам не хватает вот такой резервной водички. А если вот говорить о
все-таки в Восточном Крыме это 7 водохранилищ наливных, это построенная система, наливные водохранилища, это Феодосийское, Фронтовое, Станционное, Ленинское, Самарлинское, ну и еще используется Старокрымское, это все, что тоже касается питьевого водоснабжения. И плюс есть еще, конечно, водохранилища для сельского хозяйства. Они, в принципе, остались на орошении, используются Бахчисарайское, Альминское водохранилище, Льговское водохранилище. И забыла, конечно, сказать о том, что есть еще в Белогорском районе у нас такие 2 водохранилища, которые делают сейчас помощь Восточному Крыму. Это Тайганское и Белогорское водохранилище, и Балановское водохранилище, которое используется и для Белогорского района, и уже даже для Симферопольского района. То есть вот такое большое у нас все-таки водохранилище есть, но они у нас небольшие, они всего однолетнего регулирования, и поэтому тоже есть проблемы, потому что на крупных реках делают водохранилища крупные, многолетнего регулирования с запасом воды на несколько лет, но наши водохранилища не позволяют накопить воды на несколько лет вперед. Мы, к сожалению, зависимы именно и от этого тоже, потому что рельеф Крыма такой, что огромное водохранилище невозможно построить так, чтобы была аккумуляция большая. Очень много склонов, оползневые системы есть, ну, как бы... Да. Вы сказали о том, что страдают отрасли. На сегодняшний день какие отрасли являются наиболее вододефицитными? Наиболее вододефицитная отрасль все-таки, как я и говорила, сельское хозяйство, которое было, да, 3 миллиарда, а сейчас и на него практически нет. Оно совсем мало используется воды в пределах, наверное, ну вот даже просматривала, чтобы сказать, что сельское хозяйство 22% сейчас из всей воды использует, при том, что в основном весь сток используется для водоснабжения населения и таких основных отраслей экономики. То есть население у нас используется 60% со всего объема. Промышленность есть еще, тоже отрасль, которая пострадала. Это Красноперекопские армянские да, предприятия химической промышленности. Да. И вот там как раз тоже проблема в том, что им недостаток воды. Вы знаете о том, что была даже экологическая проблема, потому что высыхала пруд-накопитель, которая приводила к проблемам. Это тоже потому, что недостаток водных ресурсов. И вот отрасль все-таки, отмечу, что сельское хозяйство и промышленность наиболее пострадали. Ну и, конечно, если рассматривать отрасль нашего жилищно-коммунального хозяйства, да, для нас, для населения, то тоже очень-очень тяжеловато добиться того, чтобы обеспечить всех водными ресурсами в достаточном объеме. Но это проблема только по Симферополю, получается, или все-таки... Вододефицитными регионами, вообще, если говорить о малообеспеченном, маловодные годы, дефицитными регионами, я говорила, Восточный Крым, да, но мы сейчас перекрыли тем, что по реке Биюк-Карасу сопрягающие сооружения, которые переброску делает Северокрымский канал, по нему уже наполняется водохранилище. Вот. А из таких регионов, как ни странно, это Ялтинский регион и Симферопольский регион. Но в этом году Ялтинский регион пока еще держится на своих ресурсах. Видно, приток воды был. Водохранилище в изобильном, скорее всего. Нет, Ялтинский регион это больше страдает вот именно сама Ялта, Большая Ялта, а не Алушта. Алушта есть у нас дополнительное Кутузовское водохранилище, и есть еще подземные воды, родники, которые могут. Алушта, в принципе, есть резервы, как говорится. А вот Ялтинский и Симферопольский это таких 2 региона, которые наиболее уязвимы. Григорий Анатольевич, вот все-таки вы говорили о нарушении экосистемы, водоемов, в принципе, поверхностных вод. Скажите, пожалуйста, вот все-таки насколько это пагубно влияет, то есть нарушение экосистемы, что, точнее, является этим нарушением экосистемы, и насколько это пагубно, и что нужно делать, чтобы этого не происходило? Ну вот, к сожалению, сейчас ситуация такая, особенно вот этот год покажет, что некоторых компонентов экосистемы мы можем даже полностью лишиться.
Вот. Так, допустим, на это мало кто обращает внимание, но, допустим, в Красную книгу Республики Крым, да, вот я ее взял, издание 16 года, 15-16, 40 видов животных только занесены, которые населяют различные водоемы, занесены в Красную книгу. Это не говоря о птицах, которые используют водоемы тоже как места для гнездовья и так далее. Вот. Мониторинг некоторых представителей из этих животных проводился только в 2016 году. Вот. Каково состояние популяций на сегодняшний день под вопросом. И фактически большинство работ на реках, которые проводятся, там расчистки русла, укрепления и так далее, проводятся без надлежащей, по большому счету, экспертизы. Да? То есть никто не обращает внимания, есть там краснокнижные виды, нет. По методике рассчитывается только кормовая база для рыб. Да? Но между тем 4 вида рыб, да, у нас тоже занесено в Красную книгу, да, в том числе. Вот. Опять-таки, да, вот сейчас, вроде необходимо, да, река Бирюк-Карасу, которая уже упоминалась, вот сейчас военные построили дамбу, да, качают воду в Симферополь. Вот. Что там ниже по течению делается, что делается на этих участках, непонятно, да, то есть это мы будем рассматривать дальше. И возможны потери, которые необратимы даже для мира. Вот. Нами в свое время был описан такой интересный вид паденок, Игдианурус единственный, да? Казалось бы, букашка себе и букашка. Это эндемик Крыма. Почему единственный? Это единственный вид этого рода в Крыму. Последние места обитания сохранились только на реке Альма, выше Партизанского водохранилища, и в реке Черной. Вот. На сегодняшний день практически мы можем констатировать, что этот вид в реке Альма исчез. Да, то есть, по крайней мере, те участки, на которых он раньше находился, они пересохли. Вот. Если эта популяция в реке Черной исчезнет, то этот вид будет потерян для мира, для мировой фауны. Да. То есть вот мы здесь подходим, наглядный пример, да, исчезновения видов. То есть мы можем говорить о том, что человеческая деятельность, напрямую от человеческой деятельности зависит работа экосистем. Ну, конечно, безусловно. Ну и сохранение точно так же. Да. Если мы уже и делаем что-то, то, конечно, нужно еще и прилагать усилия для того, чтобы за собой все убрать, для того, чтобы эту экосистему сберечь. И если где-то даже есть нарушение, то ее нужно воссоздать. Это очень важно. Да. Дополню, если позволите. На Западе этот этап прошли. Вот. Возможно, вы слышали, да, даже крупная река Рейн в свое время была практически полностью уничтожена. Да. И после этого была большая программа. И по результатам этой программы в Германии добились того, что в Рейн опять стала заходить форель и там размножаться. Вот. У нас был опыт, мы ездили со студентами и все это могли наблюдать. Вот. Но опять-таки, если вспоминать законы Камонера, да, за все надо платить. То есть, если мы что-то нарушаем, то потом, чтобы восстановить, как правило, приходится вкладывать средства гораздо большие, чтобы восстановить. Пока у нас о восстановлении малых рек речи не идет. То есть пока мы исключительно... Я прокомментирую. Просто мы делаем разработки некоторых крупных таких работ, которые надо, разрабатывались. Там у нас еще и схема комплексного использования охраны водных объектов. И в ходе наблюдений, и в том числе и качество воды, мы говорим о качестве, да, по качеству воды, наши разработчики очень многим делали эти схемы регионам, и сказали, что в сравнении с другими регионами у Крыма достаточно очень чистая вода. То есть у нас в основном это 3-й класс и редко встречается 4-й. То есть, а так и даже у нас и 1-й, 2-й класс есть рек, которые по качеству. То есть это чистые, очень чистые,
там загрязненные, очень загрязненные. А вот говорить о грязных 5 класса, это только очень небольшие участки рек, которые в основном уже идут в сброс в Севаш, это когда уже идет и уже коллекторно-дренажная система. Поэтому, если говорить о водных ресурсах Крыма, о общем качестве воды, то вода у нас очень хорошая. Ну, на самом деле, хорошо, что она хорошая, и самое главное, чтобы ее было больше. Ждем, надеемся, что все-таки, да, и дождевой сезон, и снежный сезон, которые хоть как-нибудь повлияют. Но, как говорится, не будем о плохом, будем думать о хорошем, настраиваться на хорошее. Спасибо огромное, что посетили нас, дали нам ответы на те вопросы, которые беспокоили нас и, в принципе, наших телезрителей. Желаем вам хорошего дня и, конечно же, всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Вам хорошего дня. Biz ise devam etemiz, saygılı dostlar. Biraz çok oturduk, men bilsem, endi biraz meşguliyetler yapmağa vaqt keldigendir. Keliniz beraberlikte Nevbetdeki rubrikamızны seyir eteyik.